Аграрии Мирнинского района успешно завершили посевную кампанию. Однако дел в селе меньше не стало. Впереди традиционный праздник народов Саха-Ысых. По сути, он является якутским Новым годом, олицетворяющим приход лета и пробуждение природы. А народная мудрость гласит, как встретишь Новый год, так его и проведешь. О том, как идет подготовка к предстоящему празднованию, смотрите в сюжете Натальи Николаевой. Учитывая тот факт, что в Якутии не только холодная, но и очень длинная зима, для местных жителей короткий промежуток лета – это, пожалуй, единственная возможность еще раз встретиться и вспомнить свои национальные традиции. Ысых объединяет всех. А потому подготовка к его празднованию занимается, как говорится, всем миром. За короткое время силами работников совхоза вся территория приведена в полный порядок. Блестят свежей краской строения, вокруг ведутся работы по озеленению, монтируется электрооборудование сцены. В этом году для гостей и жителей совхоза оргкомитет приготовил сюрприз. Наш праздник планируется провести 27 июня. Ожидается, приезжает звезда якутской эстрады. Вообще праздник приурочен у нас 55-летию совхоза «Новый» будет посвящен. Ожидается концертная программа, спортивные соревнования. Нина Григорьевна Паукова на протяжении многих лет остается неизменной хозяйкой «Орленка». Многие и дети, и вожатые называют ее второй мамой, потому что только ее стараниями и усердием этот островок благополучия радует и расцветает каждое лето для мирнинских ребятишек и их родителей. Въездная стелла, въездная группа изменена, оздоровительный лагерь «Орленок». Но это уже время пришло, наверное, поменять. Она уже арка была-то старая, но более современная. На нее мы сейчас монтируем видеокамеры, вы видели. Ну и заканчивают ребята последние штрихи к тому, чтобы ворота раздвигались автоматически сдвигались. Официальная приемка лагеря пройдет на следующей неделе. За оставшиеся дни все работы по благоустройству будут завершены. Путевки на все 3 сезона полностью реализованы. И совсем скоро готовность лагеря к лету оценят самые главные специалисты в этом вопросе – дети.